Поисковой бипер, квадрокоптер, лавинный щуп. Нет, это не курсы расширения словарного запаса. Это демонстрация экспедиционного снаряжения для проекта «Горная Абхазия». Основа основ, как и в любых горных походах – безопасность. Автор проекта Тенгиз Тарба рассказал и показал, как говорится, все. Десятки инструментов, которые пригодятся в сложных ситуациях, экипировки, средства связи. Тот, кто в лавине, он заблокирован, он ничего делать не может, у него бипер уже включен на поиск. Тот, кто остался, он вот просто вот таким образом переключает, и после этого бипер начинает искать. Да? То есть чем ближе я подхожу к нему, во-первых, он показывает мне, в каком направлении искать, во-вторых, он приближается, и вот когда я уже приблизился, у него такие учащается звук. Горы как стиль жизни. Именно так живет Тенгиз Тарба. Сегодня главный по горам благодарен президенту республики Раулю Хаджимба и первому мобильному оператору «Аквафон». За все нужно платить. И то, что государство и компания «Аквафон» поддерживают горную Абхазию, говорит о большой важности проекта. Главная задача для команды – это развитие зимнего туризма в Абхазии, расширение туристических возможностей республики и организация круглогодичного познавательного, спортивного и экстремального туризма в Абхазии. Однако в горах не только пейзажи и чистый воздух. Предусмотрев все опасности, возможные в экспедиции, генеральным спонсором проекта «Горная Абхазия. Времена года» стал «Аквафон» и выделил 2 миллиона рублей на приобретение лавинного оборудования, высококачественной скитурной экипировки и индивидуального снаряжения для каждого члена группы. Сотрудничество «Горной Абхазии» и «Аквафона» зародилось давно и продлится, судя по всему, еще долго. Сотрудничество Тенгиз Тарба и компании «Аквафон» началось в 2011 году, когда мы поддержали первый проект «Горная Абхазия». Тенгу совершил первую свою экспедицию в летнюю Абхазию. А сегодня мы становимся свидетелями того, как экспедиция готовится стартовать теперь уже в зимнюю Абхазию. Самое главное, что мы видим в этом проекте, это дух новизны и новаторства. Все проекты Тенгу отличаются этой особенностью. Тенгу первооткрыватель. Остаются считанные дни до первой экспедиции. Тенгиз делится с нами. На страхе нет времени. Команда «Горной Абхазии» совершает путешествие в зимние горы, которое навсегда останется в истории. Все прекрасно понимают, нет права на ошибку. Сейчас нет времени на страхи, на опасения. Мы просто все прорабатываем, все продумываем. И несколько раз это пропускаем через себя. И делаем все, чтобы максимально обеспечить безопасность нашей команды. У нас будет разведывательный вылет, да, и мы после этого вылета определим места, где будут разбиты лагеря. Соответственно, лагеря разбиваются в самых безопасных местах, максимально безопасных. Это будет проводиться, выбор мест будет проводиться вместе с лавинщиком нашим. Поэтому те, кто находится в базовом лагере, они максимально будут в максимальной безопасности будут находиться. Проект вновь расскажет миру о неповторимой красоте высокогорной Абхазии, удивительном мире, нетронутом цивилизацией и потрясающем своей чистотой и благородством. Горные ландшафты, лиственные и хвойные леса, альпийские луга, кристальные истоки рек, первозданные водопады и озера. Красота, которая существует рядом с нами. Во время экспедиции будут проводиться метеорологические и гидрологические исследования горных районов, изучение и анализ снежного покрова, сбор и предоставление экспертной информации о климатических особенностях гор. Члены экспедиции – профессионалы горного туризма и творческая группа. Каждый желающий сможет следить за проектом в реальном времени, благодаря онлайн-включениям и фоторепортажам с мест дислокации экспедиций. Однако и операторы, и фотограф, и режиссер прошли строгий инструктаж. Тенгиз постоянно со мной консультировался, я находясь в Москве или еще где-то, постоянно на связи. Может спутаться погода, но отсидимся. Снаряжение у нас очень серьезное, еды достаточно. Этот лавинщик, он будет говорить об особенностях о лавинах и о методах безопасности в этом. Я буду рассказывать о организации вообще быта, о движении. На демонстрацию оборудования и официальный запуск Горной Абхазии пришли вице-президент Виталий Габния и члены правительства. Габния уверен, главный горный проект выполняет и важную роль для государства. Где мы в основном используем нашу прибрежную полосу и не более того. Если есть перспектива развития туризма в Абхазии, то, несомненно, это горный кластер, это экотуризм. Практически занимаясь при этом любимым делом, выполняешь одно из главных государственных
направлении. Проект состоится в 2 этапа – зима-весна и лето-осень. В рамках первого этапа, который пройдет с февраля по апрель, будет проведено 5 экспедиций. Каждая из них полноправно заслуживает звания уникальной. Подобные экспедиции ранее не проводились. Команда побывает в труднодоступных горных районах Абхазии, в которые еще не ступала нога человека, а величина снежного покрова порой достигает 14 метров. На сегодняшний день у команды горной Абхазии настрой, как говорится, боевой. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.